История, напоминающая голливудский фильм. Юрий Ильченко, политзаключенный, сбежавший из оккупированного Крыма, сегодня встретился с журналистами. Оккупанты в прошлом году посадили его на 11 месяцев в СИЗО. В июне 2016-го перевели под домашний арест, откуда он бежал, перебравшись через так называемую крымскую границу. Детали в сюжете. Он переоделся в отцовскую одежду и воспользовался инвалидной тростью, чтобы выйти из собственного дома. Какую-то часть пути шел пешком, какую-то автостопом. 3 дня добирался до границы между оккупированным Крымом и Украиной. Юрий Ильченко убеждает, готов был умереть, чтобы не жить в неволе. Я впав на коліна, подякував Богові за своє визволення, поцілував українську землю. Переходив кордон через замінований ліс, навмання, лише на Всевишнього були усі сподівання. І я казав, що нехай буде його воля. Як буде, так буде. Головне не потрапити знову до того пекла. Бо там були суцільні хащі, іноді 5-10 хвилин треба було 1 метр проходити, бо було треба розгребати ці гілки колючі. В Севастополе у Юрия была собственная школа по изучению иностранных языков. После оккупации его семья первая, кто официально отказался брать российские паспорта. В июле прошлого года его отправили на 11 месяцев в СИЗО города Симферополь. Юрия обвинили в экстремизме и разжигании межнациональной розни. В СИЗО его держали в карцере, били и пытали. Сиділи там, наприклад, люди, в яких було по 5 вбивств, по 9 судимостей. І одного разу, коли одна така людина напилася, вона мені сказала, що їм обіцяли коротші терміни ув'язнення, навіть вихід на умовно-дострокове визволення, якщо вони примусять мене прийняти російське громадянство та підписати все, що хотіла російська влада. В июне 16-го его перевели под домашний арест, откуда он сбежал 2 месяца назад. Самостоятельно добирался во Львов, до этого времени молчал, чтобы не навредить родителям. Бачу цього Юру, в якого окривавлені і поранені руки, в якого одяг абсолютно брудний і порваний, але в якого є посмішка і розгублені очі. Ми цю прес-конференцію готували довго, бо для нас було важливо не тільки безпека Юри, а також безпека його батьків, які на той час залишались в окупованому Криму в місті Севастополе. Это родители Юрия. Несколько дней назад он встретил их на границе. Мать – инвалид первой группы, у нее болезнь Альцгеймера. Теперь они в безопасности. Вспоминают, за 11 месяцев пребывания Юрия в следственном изоляторе видели его 1 раз. В него вцепились и уже сделали из него террориста. Он выступил под заголовком «Остановить войну на Донбассе, за 3-5 дней. Это нет проблем. Перекрыть газ в одном районе России, ну где-то вот Ростов-на-Дону, просто перекрыть, никого не убивать, ничего не взрывать, перекрыть газ. И через 3-5 дней война закончится». Ну, наивно, конечно. И за это из него сделали террориста, и ему угрожали, что вам 20 лет дадут. Теперь семья живет во Львове. Сам Юрий рассказывает, он для Кремля враг народа в 3-м поколении. Его деда, кандидата наук, после нескольких месяцев в тюрьме советская власть расстреляла. Теперь преемница Советского Союза Россия могла уничтожить и его. Наталья Калинка, Альмия Мирсале, Эльдар Тарахташ, Асан Эминов, Заман, АТР.